Ассаламу алейкум всем. С вами Берт Азиев. Сегодня у нас запускается новая рубрика. Рубрика называется «Дизайн мастер-класс». Многие дизайнеры, начинающие, более опытные, часто спрашивают у меня, как вообще происходит сам процесс дизайна. И многим интересно получить этот опыт, посмотреть, окунуться именно в процесс, как с самого начала и до конца, как происходит дизайн целого сайта. Сегодня я решил взять в качестве примера для редизайна это сайт Drive 2. Многие, у кого есть автомобили, наверняка слышали про этот сайт. Вот сейчас я вам выведу экран. Надеюсь, вы увидите. Поставлю на весь экран. Так, что это такое? Это сообщество автолюбителей. Это что-то типа блоговой платформы, где любой автолюбитель может завести свой блог, добавить имеющиеся у него автомобили и вести какие-то записи по тому, как он делает какой-то ремонт, занимается своей машиной и так далее. Почему именно Drive 2? Потому что я сам им пользуюсь. И вообще, на самом деле, Drive 2 – это огромная база ценнейшей информации для автолюбителей, целая кладезь полезной информации. И я искал аналоги зарубежные, на самом деле не нашел ничего подобного. В России этот сайт очень популярен. В мире подобных проектов, насколько я знаю, нет. Ну, по крайней мере, я не смог найти. И самое интересное то, что у этого сайта плохой дизайн с точки зрения UX. И хотелось бы, так как я сам пользуюсь этим сайтом, часто сталкиваюсь с различными проблемами, и от многих людей тоже слышал о болях, которые они чувствуют, когда пользуются сайтом. И, в общем, не буду долго предисловить. Давайте тогда начнем с этого именно сайта. Если вы еще не налили чай, я могу подождать с чаем, смотреть или работать интереснее. Даже можно с кофе. Но кофе уже поздно сегодня, поэтому давайте начинать. Вот сейчас я нахожусь на главной странице этого сайта. Я, если вы заметили, еще не авторизован. Здесь, в общем, через какие этапы мы будем проходить. Мы проведем небольшой анализ, мы не будем проводить глубокий такой ресерч, потому что это займет много времени. Даже несмотря на это, все равно весь наш редизайн, он не уложится в один эфир, придется разбить его на несколько эфиров. Поэтому начнем с небольшого ресерча, потом начнем накидывать варфреймы. Варфрейм – это черновик. Из черновика мы уже делать будем прототипы. Вот. Если на главной странице мы видим, что сайт имеет определенный вид, но мы начнем не с этой страницы, а со страницы после авторизации, потому что нам интереснее начать с этой страницы, потому что здесь вся основа, а главная страница до авторизации – это что-то наподобие лендинг-пейджа, посадочной страницы. Может быть, мы в конце, если нам будет интересно,
посмотрим по комментариям, если будет интересно, мы тоже займемся лендинг-пейджем. В общем, после авторизации мы видим такой интерфейс. Я буду делать, я не буду там сильно зацикливаться на каких-то моментах, я постараюсь вести весь процесс так, как я это делаю обычно, когда я делаю дизайн. Я представлю, что я не в прямом эфире, я не веду курсы, а просто делаю дизайн и просто буду вслух комментировать то, что я делаю. Так, сколько у нас зрителей? 2 зрителя. Ну, я думаю, не стоит ждать. И, пожалуй, начнем. Сайт, если зайти на этот сайт, в чем вообще польза от этого сайта? Если ты автолюбитель, ты можешь вести свой блог, причем личный блог как человека, ты можешь писать какие-то свои мысли о чем угодно, так и блог автомобиля. Блог автомобиля здесь называется борт-журнал. Вот, допустим, если зайти в меню «Мои машины», можно увидеть твои... Это что-то типа гаража. Ты добавляешь свои автомобили. Тут у тебя бывшие машины, текущие машины. И если зайти в свою машину, здесь можно увидеть борт-журнал. Борт-журнал – это весь процесс твоего владения, как ты что-то с машиной делал, какие ремонты осуществлял, какие-то плановые ТО, какие-то наблюдения, вопросы и так далее. Это очень полезная штука, особенно когда ты сам что-то чинишь, если тебе нужно найти что-нибудь ну, допустим, например, ты хочешь заменить колодки, ты не знаешь, как это делать, тебе просто достаточно зайти и написать в поиск. Допустим, у меня очень редкая машина, обычно такую информацию нигде не найдешь, но здесь ее можно найти. Допустим, я пишу 9.3, смена колодок. Видим статьи пользователей, то есть статьи из борт-журналов разных пользователей, как они меняли колодки, и они описывают подробно с фотографиями. То есть ты можешь просто открыть чей-то опыт и повторить то же самое. Это очень полезно. И когда ты делаешь поиск, этот поиск выдает тебе самые релевантные статьи, которые пользуются наибольшей популярностью, у которых больше лайков. В общем, полезная штука. Еще польза в том, что если ты хочешь свою машину продать, ты можешь скинуть ссылку на свой борт-журнал, и потенциальный покупатель, видя всю историю владения твоего автомобиля, он уже более уверенно может у тебя ее купить, зная, что ты не какой-то кидальщик, он может оценить, он может видеть, какие ремонты проходили, вообще вся история у тебя в борт-журнале, поэтому это очень полезно. Это плохая реклама. Это неизбежно в интернете. В общем, я немножко рассказал, что это за сайт, как здесь все устроено. Если посмотреть на главную страницу, вернее, на эту страницу, мы видим основную ленту новостей, смешанную с блогами пользователей, И что здесь еще есть? Есть левая колонка. В левой колонке у нас какие-то менюшки, твои личные меню.
справа какое-то меню. На самом деле здесь все очень сильно раскидано по разным местам. Непонятно, что к чему относится, что твое, что не твое. Эта проблема здесь есть, она очень острая. Глубокий ресерч, как я уже говорил, мы не будем делать. Ресерч это вообще означает исследование. Исследование включает в себя разные этапы. Это составление карт пользовательских путей, это интервью с пользователями этого сервиса, выявление каких-то проблемных мест и так далее. Но как прототип интервью мы можем использовать мою запись, которую я когда-то делал. У меня вообще давно была идея сделать концепт редизайна, и я как-то когда-то давно писал такую небольшую заметку, где я сказал, что хочу сделать редизайн, и попросил пользователей описать с проблемами, с которыми они сталкиваются, пользуясь этим сайтом. Здесь, к сожалению, конечно, немного комментариев, но есть несколько моментов, которые отметили уже. Кто-то говорит, что сайт очень полезный, но на главной странице часто выходят статьи, какие-то записи с плохого содержания, которые идут вразрез вообще с концепцией самого проекта. Это связано, наверное, с алгоритмами какими-то. Но, в принципе, это, наверное, именно с дизайном не очень связано. Это больше программирование. И алгоритмы, они уже запрограммированы. Скорее всего, делаются не вручную. Так, здесь еще кто-то писал, что хочется убрать пункт «Прочие» из перечня категорий, которые используются при написании записи в борт-журнал. То есть он имеет в виду, на самом деле он хорошую идею подал. Есть борт-журнал, про который я говорил. Если мы зайдем обратно сюда, здесь есть «Написать», и здесь есть пункт «О чем запись» и тематика, тема борт-журнала. Ты можешь выбрать какую-то тему и написать. Но здесь есть еще пункт «Другое». И многие люди, не находя нужную тему, которая соответствует тому, что они хотят написать, выбирают другое. А многие еще не утруждают себя найти правильную тему, и им легче просто выбрать другое. И из-за этого происходит то, что вот когда ты ищешь по определенной марке, допустим, я выбираю Bentley, выбираю модель. Так, и я хочу найти все записи из борт-журнала допустим, про ДТП посмотреть. Из-за того, что многие люди выбирают другое, не все записи попадают именно в эту тему. И так получается, что много записей про ДТП на самом деле не находится в этой категории про ДТП. В этом проблема, он правильно ее отметил. Я думаю, ее можно решить просто добавлением еще тем, чтобы наверняка можно было найти соответствующую тему и убрать тему другую. В общем, будем считать, что мы провели интервью, нашли какие-то проблемные места. Так, я сам пользователь этого сервиса и сам могу тоже на основе своего опыта отметить какие-то места проблемные. Как я уже говорил, это проблема вообще расположения всего. Вот мне хочется
как-то разграничить мои личные какие-то функции, ссылки, настройки и так далее, связанные с моим профилем, с моим аккаунтом, и все то, что не связано с моим аккаунтом. Но здесь, если вы видите, все это как-то в одну кучу свалено в левой колонке. Здесь, конечно, отмечено мое, но визуально это смотрится как одна такая куча ссылок, непонятно. Здесь плохой контраст. В общем, здесь, я думаю, надо будет нам поработать. Так, что бы я еще здесь изменил? Вот это самая большая проблема, которую я здесь заметил, это то, что здесь есть два типа блогов. Это мой личный блог и борт журнала. Вот если я захожу на свой профиль, я вижу мой личный блог и мой борт журнал моей машины. И у людей есть возможность подписаться как отдельно на мой на мою машину можно подписаться. Допустим, я зайду на чужой профиль какой-нибудь. Надо найти нам. Пусть это будет вот этот профиль. Так, здесь у него в блоге ничего нет, и машины у него нет. Надо найти поинтереснее профиль. Давайте сюда зайдем. Вот человек, это его публичный профиль, мы здесь видим его машину. Есть кнопка «Подписаться», есть личный блог. Проблема в чем? Вот когда я нажимаю на кнопку «Подписаться», я ожидаю, что я буду видеть все его обновления из его профиля. То есть, допустим, если он какие-то записи добавляет в борт-журнал, я ожидаю, что я буду в своей ленте это все видеть. Но на самом деле не так. Если я подписываюсь на пользователя, я подписываюсь только на его личный блог. Чтобы видеть в ленте записи, мне нужно отдельно подписаться на его машину. То есть я захожу сюда и кликаю на кнопку «Подписаться». То есть здесь две подписки, и это очень сильно путает, непонятно. Я долгое время не мог понять, когда подписывался на различных пользователей, интересных мне, и почему-то в моей ленте ничего, никакие обновления из их профилей не видно было. Потом я случайно только узнал, что надо отдельно подписываться на машину. Это проблема, ее будем тоже исправлять. Так. Еще, я думаю, вот эта форма поиска записей из борт-журналов, можно ее вообще отсюда убрать и сделать умный поиск, расширенный поиск с подгрузкой материала в реальном времени и с какими-то подсказками во время того, как ты вводишь. Я думаю, это уже вот такой тип поиска он устарел, и можно все это объединить в умном поиске. Сделаем вот так, иншаллах. Так, в общем, можно, в принципе, открывать фигму. Создаем новый проект. Называем его Drive 2. Если вы, когда вы открыли, создали новый проект, вам еще нужно сделать фреймы. Фреймы — это окна, в которых будут наши экраны. Нажимаем на эту кнопку. Если на любую кнопку навести и чуть-чуть подержать мышку, здесь видно подсказка, отображается, и отображаются кнопки горячие клавиши. То есть если допустим, ты хочешь квадрат нарисовать, ты можешь просто на клавиатуре нажать R, и она выделяется. Если ты хочешь фрейм новый сделать, ты можешь нажать F,
и выделяется, и ты можешь делать фрейм. И, в принципе, по всем функциям здесь везде есть подсказки, просто нужно немножко удерживать, и видно. Начинаем с фрейма. Фрейм можно сделать размеры, задать свои собственные, которые ты хочешь. Допустим, ты можешь вот так выбрать. Здесь мы видим ширину, высоту. Либо мы можем воспользоваться, нажимаем на эту кнопку, воспользоваться какими-то готовыми размерами, самыми популярными. Здесь десктоп, мобильная версия, планшет, еще какие-то презентации и так далее. Нас интересует сейчас десктоп, так как мы делаем редизайн сайта десктопа, то выбираем его. Это популярное разрешение, даже, вернее, это не разрешение популярное, а это такое разрешение, если, допустим, выбрать меньше, чем 1440, то уже происходит такой скачок на дизайн планшетной версии. То есть это минимальный размер десктопной версии, который чаще всего так используется. Высоту мы можем уже выбирать любую. Нам придется изменять высоту. В общем, вот так. Мы взяли фрейм пустой. Теперь наша задача какие-то делать наброски. Кто-то сразу же делает сетку, определяется с сеткой, которая у него будет, а кто-то сначала делает warframe. Warframe — это означает черновик. И потом уже, после того, как он определяется с примерной концепцией, он уже подстраивает, создает сетку, подстраивает под то, что он сделал. Мы будем поступать тоже так же. Так, открываем наш сайт. Что мы здесь видим? Мы видим шапку, профиль, какие-то функции здесь. Но, что я хочу сделать? Я хочу... То есть мы сначала можем какие-то референсы посмотреть. Сразу же в голову приходит социальная сеть ВКонтакте, Facebook. По сути, это тоже Drive 2, это тоже социальная сеть. Что еще можно посмотреть? Такс. Давайте Twitter посмотрим. Так как это социальные сети, у них уже такие со временем сложные уже паттерны. Они уже провели всевозможные исследования, изучили опыт людей, поэтому желательно, когда ты ищешь референсы, ориентироваться на более крупные сайты, более опытные, которые прошли такой большой путь развития. И что здесь мы видим? Мы видим, что везде, практически на всех сайтах, все функции, все меню, которые относятся к пользователю, они отдельно вынесены и не смешиваются с какими-то общими разделами, ссылками. Вот, допустим, если посмотреть ВКонтакте, мы видим в левой колонке меню пользователя. С правой стороны мы видим какие-то общие какие-то ссылки. Хотя нет, здесь это новости, друзья. Сейчас посмотрим. Я уже давно не пользовался ВКонтактом, уже забыл. Так, новости. Это, получается, твои новости. Это твоя лента и твои подписки. Ты можешь посмотреть ленту через это меню.
Так, пойдем на Facebook. Facebook. Мы видим, что какие-то пользовательские меню, как раз-таки весь блок пользователя, он находится в одной колонке. Это его личные все вещи, группы, друзья, воспоминания, сохраненные страницы и так далее. Здесь у нас уже настройки аккаунта. Что у нас в Твиттере? В Твиттере как раз-таки то же самое. Здесь твои личные ссылки, твои личное меню. Основная лента, с правой стороны у нас какие-то общие вещи. Вообще проводились исследования и выяснили, что когда пользователь заходит на сайт, у него его путь, его взгляда такой Z-образный. То есть он сначала смотрит в левую и верхнюю часть экрана, потом глазом идет на правую сторону, потом идет в нижний левый экран, потом идет и в самом конце уже идет на правую часть экрана вниз. И учитывая это, мы располагаем свои элементы по приоритету. Для нас важнее всего как раз-таки меню пользователя, которыми пользователь чаще всего пользуется, кликают на эти меню. Приоритет этого блока, он уже немного меньше, поэтому ему дается как раз второстепенный приоритет здесь. Какой-то приоритет третий, он сюда уходит, и уже самое неприоритетное, оно уходит сюда, в правую нижнюю часть экрана. И как раз мы здесь видим какие-то условия предоставления, политика конфиденциальности, но этим пользуются очень редко, поэтому оно здесь. Так, я думаю, можем, в принципе, повторить этот сценарий, такую концепцию. Давайте определимся с нашей шапкой. Шапка будет... Я грубо все уже набрасываю. На этом этапе я не делаю каких-то точных размеров. Это и не важно сейчас нам. Важно определиться с концепцией. Напишем название. Я думаю, даже можно сократить это название. Здесь логотип Drive 2. Мы можем сделать вот так. Сделать небольшой креатив. Пусть это будет D2. Когда компании на рынке уже давно, и они уже себя зарекомендовали, они могут себе позволить вот такие вещи, там, сокращения, потому что люди и так знают, что это такое, поэтому это будет такая изюминка сайта. Так, сделаем bold, сделаем размер поменьше. Так, что дальше? Дальше я думаю сделать вот так. Так, проблему написания статей в твой личный блог или в борт-журнал, я думаю сделать... Здесь, если зайти в профиль, есть две кнопки: написать борт-журнал, написать блог. Это целый парад кнопок, написать, это путает, неудобно. Поэтому я думаю сделать, как раз-таки вспомнилось в Gmail. Если мы зайдем в Gmail, мы видим у них такая самая важная кнопка в самом приоритетном месте находится написать. В принципе, для драйва, я думаю, тоже, по сути, самый важный сценарий – это написать. Поэтому мы можем сделать так. Мы сделаем кнопку «Написать здесь».
спалился, что я не умею до сих пор писать вслепую. Так. Как раз по ходу я буду объяснять какие-то фишки в фигме, чтобы вы могли использовать в полную силу. Эти функции, они очень сильно упрощают процесс дизайна, особенно когда вы делаете большой дизайн, где много страниц. Важно научиться пользоваться такими функциями, как, допустим, автофрейм, автолейаут, называется автолейаут. То есть, что это такое, когда ты хочешь сделать кнопку. Обычно как новички делают? Они делают бэкграундом, делают квадрат, сверху делают текстом написать, и потом объединяют это в группу. Вот у нас кнопка появилась, а потом, когда нужно поменять текст внутри кнопки, что происходит? Текст меняется, но уже приходится вручную уже выделять бэкграунд и подгонять размеры, и смотреть отступы от текста. И каждый раз, когда ты меняешь текст, приходится подгонять размеры кнопки, поправлять отступы. Чтобы эту проблему решить, придумали вот такую штуку, которая называется автолейаут. Можно просто нажать Shift-A, либо просто нажать правую кнопку, нажать автолейаут. Что произошло? Я сделал. Мы здесь в левом окне, где у нас слои, мы видим, что у нас появился фрейм, и внутри него оказался этот текст. И если выделить этот фрейм, то мы здесь с правой стороны видим такие настройки. Здесь 10 пикселей – это автоматические отступы от содержимого этого фрейма. То есть если мы его меняем, так, что происходит? Так. Нет, это я перепутал. Это отступы, если, допустим, я внутри фрейма сделаю два элемента и выделю сам фрейм, если я здесь его буду менять, то он меняет отступы между внутренними элементами. Если у нас мы хотим менять отступы вокруг этого элемента внутри фрейма, но нам нужно нажать сюда, и здесь видно сверху, снизу, справа, слева отступы. Мы можем задать себе отступы, допустим, мы хотим по 10 пикселей сверху, снизу, по 15 пикселей справа и слева. Так, вот. И теперь смотрите, происходит такая интересная такая фишка, когда вы меняете размер фрейма, подгоняется под содержимое, под размер содержимого. То есть можно менять, и не нужно каждый раз подгонять размер отступа. Так, вот это одна штука. Теперь, если вот сюда же, если нажать, мы видим выравнивание внутренних элементов этого фрейма. Мы можем в левый верхний угол прижать элементы, можем отцентрировать. Так, допустим, если мы вытягиваем вручную, допустим, нам нужна вот такая ширина, и мы видим, что, допустим, вот так. Мы нажимаем сюда, и если вот так по центру можно выровнять, по правому краю, по верхнему краю и так далее. Вот. Так, вернем нашу кнопку, какая она была. Дальше что мы сразу же начнем, хотя нет, мы это будем делать, когда мы будем уже приступать к прототипам. Я имел в виду компоненты, я это буду объяснять уже потом. Так, кнопка, что за кнопка у нас?
Так, у нас комментарии пошли. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Очень плохо видно, шрифты смываются. Так, это плохо, не знаю, почему так происходит. Может быть, это из-за моего разрешения экрана. Давайте я попробую поменять разрешение. Нет, не здесь. Так. Где мой монитор? Ага. Монитор. Сделаем вот так. Надеюсь, так будет лучше. Так. Все комментарии про разрешение экрана. Как сейчас видно, если кто смотрит, просьба написать комментарий, стало лучше или нет. Так, что мы делаем? Мы идем на наш сайт и смотрим. Мы хотели сделать кнопку написать, да. Пока мы не знаем, что мы хотим написать. Как можно как бы объединить эти две функции, написать блоки, написать в Bosch журнал? Я думаю, можно сделать следующее. Напишем просто написать. Это у нас такой основной call to action, как говорят. Это призыв к действию. Сделаем. Хоть это и Warframe, но хочется, чтобы это выглядело более-менее прилично, чтобы не пугало. Так, дальше, я думаю, мы будем размещать уже какие-то детали профиля. Здесь, если мы посмотрим, у нас аватарка пользователя. Непонятно, зачем они ее разместили рядом с логотипом. При наведении ничего не происходит. Единственное, что она дает, это гиперссылка на твой профиль. Но было бы логично сделать выпадающее меню с какими-то настройками аккаунта. Здесь, если мы видим, они сделали отдельную иконку для настроек и почему-то отдельно вывели аватарку для перехода в твой профиль. Это неправильно. Я думаю, мы объединим вот эти две штуки, сделаем и разместим. Так, где нам лучше разместить? Можем разместить здесь же, в правом верхнем углу. Да, я думаю. Давайте посмотрим сначала в соцсетях. Вот ВКонтакте вот так сделали. В Фейсбуке, в принципе, сделали... В Фейсбуке сделали как на драйве. Сделали отдельную аватарку, вынесли отдельно меню. Но здесь это как-то более логично выглядит, потому что все это в одном месте расположено, сгруппировано. Здесь дублируется в левом окне твоя аватарка. Сделаем как мы хотим, как нам кажется правильнее. Сделаем вот такую штуку. Так, это наша аватарка. Это наша аватарка. Чтобы было более очевидно, что это выпадающее меню, можно добавить такую галочку. Так, добавили галочку. Так, идем дальше. Сюда мы закинем все настройки аккаунта, ссылку на профиль и так далее. Здесь у нас кнопка «Написать». Что будет, если кликнуть на «Написать»? Делаем, давайте немножко закруглим.
Наша задача объединить две кнопки, написать в борт журнал и написать блок. Можно, в принципе, сделать какое-нибудь вот выпадающее окно. После того, как ты кликнешь, здесь выходит две ссылки. Это все разбивается на две ссылки. Написать в блок. Написать. Хотя даже не нужно повторять слово «написать», потому что у нас есть слово «написать». Можно просто сделать «писать» куда? В блок, в борт журнал. Так. Что пишет в комментариях? Лучше, чем было. Попробую так увеличить. У нас, в общем, вот так сделаем вот так. Когда ты кликаешь, выпадает такое окно, где ты можешь перейти конкретно, куда ты хочешь написать. Пока нам это не нужно, потому что мы не показываем статусы разные. Это называется статус. Это статус, когда ты кликнул. Поэтому мы это пока уберем, но будем держать в голове, что нам это понадобится потом. Посмотрим дальше, какие менюшки идут у нас на сайте. Так, надо на Drive зайти обратно. Я хочу вот это все убрать и оставить только личную какую-то информацию. Так, личный блог. В принципе, можно сделать ссылку. Да, можно вот так сделать. Часто приходится, когда ты пользуешься сайтом, приходится часто переходить на свой же профиль. Для этого можно просто вот так же, как и на Фейсбуке, это было реализовано. Продублировать свою аватарку, написать имя. Так, сначала будет идти ссылка на мой профиль, видео, аватарки, имени. Дальше будет идти меню уже, что здесь, что я здесь вижу. Здесь есть моя машина текущая. Вот я только сейчас, вот сколько я пользовался этим блогом, только сейчас я понял, что можно написать борт журнал через этот плюсик. Я даже не знал. Я думал, это кнопка, которая разворачивает какое-то меню. Оказывается, ну, очень неочевидно, неправильно. Здесь нету почему-то возможности зайти в гараж, где все твои машины. Чтобы это сделать, наверное, надо на профиль нажать. Даже здесь этого нет. Но здесь есть вот бывшие машины. Так. Предлагаю сделать вот так. Мы сделаем меню, назовем это меню гараж. На драйве нету этого. Но будем свое еще придумывать. Не обязательно копировать все, что есть. Даже сделаем это, назовем это мой гараж. Мой гараж, откуда я это вспомнил, есть такой сайт, называется Exist. Сайт запчастей, очень известный во всей России. И здесь, нет, это Exencar. Я просил открыть Exist. Да. Если мы зайдем в свой профиль, здесь есть меню такое гараж. И сюда здесь можно увидеть все твои машины.
Вот отсюда у меня эти мысли появились. Я думаю, это будет удобно. Сделаем мой гараж. Так, дальше пойдем. Открываем наш драйв. UI будет, спрашивает. Да, UI будет. Если вы думаете, что я слишком затягиваю с черновиками, говорите, пишите. Если вы хотите, чтобы я прям сразу же начинал с UI, я могу начать с UI. Если вы хотите, как должно быть на самом деле, то есть сначала делать черновики, тогда я буду делать так. Сделали гараж. Здесь это называется «Мои машины». Личный блог, альбомы, мои объявления. Давайте так и напишем. Мой блог. Объявление. Альбомы. Непонятно, что за альбомы. Альбомы — это фотоальбомы. Лучше написать даже не фотоальбом, а фотогалерея. Кстати, если посмотреть ВКонтакте, у них что-то такое должно быть. Фотографии. Я думаю, интереснее будет, если мы напишем фотографии. Объявление. Фотографии. Дальше идем. Так. Истории просмотров. Что такое история просмотров? Это люди, которые заходили на твой профиль. Ты можешь это смотреть. Гости. Нет. Кстати, история просмотров — это твои просмотры, куда ты заходил. А гости — это тот, кто к тебе заходил. Мне очень нравится. Непонятно, что за просмотр. Нужно, наверное, переосмыслить тоже название вот этого раздела. Истории просмотров. Я сразу подумал, что... Хотя... Давайте просто тогда оставим как есть, пока по ходу, если что-то придумаем, исправим. Написать мои просмотры, да. Думаю, так лучше. Просмотры. Закладки. Так. Здесь еще есть новое. Как раз таки это уже не относится к твоему аккаунту. Это что-то другое. Может, журналы, барахолка, выбор машины дня. Кстати, на этом сайте есть такой раздел «Выбор машины дня», где каждый день номинируются какие-то там ряд автомобилей, и уже пользователи голосуют за понравившиеся автомобили, выбирают. И если на главную страницу посмотреть, как раз здесь видно, на основе голосов пользователей каждый день отображается автомобиль дня. Так. Что еще из личного можно сюда перенести? Здесь редактирование профиля. Здесь сообщения. Как обстоят дела с сообщениями в Фейсбуке? Здесь эти сообщения вынесены сюда. Здесь вроде бы было меню мессенджер. Вот оно отдельно вынесено вниз, как ВКонтакте. Мессенджер здесь. И все, вроде бы нигде не повторяется. В
принципе, еще один важный момент. Так как это большой сервис, очень с большим количеством пользователей, и многие эти пользователи уже привыкли к этому интерфейсу, к этому меню, расположению всего, что нужно очень осторожно делать для вот таких больших проектов. Когда делается редизайн, нужно быть очень осторожным в плане изменений кардинальных. Нужно стараться какие-то вещи привычные сохранять, чтобы вот этот сложившийся опыт привычно, он сильно не страдал после редизайна. Есть такие примеры, когда есть сайт Кинопоиска, и в один момент Яндекс выкупил у Кинопоиска этот сайт, и они решили сделать редизайн, но так как очень сильно устарел этот дизайн старого Кинопоиска, сделали прям кардинально супер новый дизайн, который вообще уже ничего от старого дизайна не перенял, никакой преемственности не было, ничего. И тут посыпались жалобы, такой мощный резонанс это создало во всем интернете, везде про это писали, что люди жалуются, что верните наш старый Кинопоиск. И из-за этого Яндексу пришлось вернуть старый Кинопоиск, они вернули его, но потом уже более осторожно начали к этому подходить и постепенно внедряли, изменяли дизайн, но не кардинально. Также будем делать мы. Оставим сообщение здесь, нарисуем иконку. Кстати, насчет иконок. Многие дизайнеры обычно пользуются какими-то сервисами сторонними с иконками. Это Icons 8, Icons Flat. Какие еще там есть? Допустим, есть такой, у меня установлен он уже на компьютере, приложение Icons 8. Здесь можно задать, допустим, чат и найти нужную иконку. Мы видим различные иконки. Можно здесь смотреть разные стили иконок с заливкой, без заливки. Важно очень, если ты выбрал определенный стиль иконки, на всем сайте придерживаться этого стиля. Допустим, если ты выбрал иконку с обводками без заливки, то нужно на всем сайте придерживаться такого же стиля. Мы, наверное, будем тоже использовать. Сейчас посмотрим, как у нас на старом сайте. Здесь иконки с заливками. Давайте сделаем с обводками. Мне они больше нравятся, я чаще это делаю. И что еще важно, если, понятное дело, что в этом проблем нету, когда ты используешь какие-то готовые иконки, но очень желательно научиться самому их рисовать, особенно вот такие минималистично простые иконки. Их на самом деле очень легко рисовать, и не нужно для этого иметь пользоваться другими редакторами типа иллюстратора. Все это можно прямо в Figma делать. Figma позволяет на самом деле очень много чего сейчас. Проблема этих готовых иконок в том, что, вот, допустим, если я возьму какую-то иконку чата, и если увеличить, то мы видим, что эта иконка, она не из векторных, не из линий векторных, а из шейпов векторных. Что это значит? Если, допустим, если вы будете изменять размер иконки, у вас также изменяется размер линий, толщина линий. Пропорционально все изменяется. Это плохо в том плане, что не всегда у вас в этих сервисах бывают иконки нужного вам размера. Приходится каждый раз менять размер. Если вы, допустим, у одной иконки поменяли размер, у другой не поменяли, то у ваших иконок будут разные толщины линий. А если иконки из линий векторных, допустим, давайте нарисую я
иконку чата быстро. Так, ну ладно, хватит. А можно еще края вот так закруглить. Здесь есть закругление не краев, а углов закругляем. Вот это концы закругляются, вот это углы закругляются, чтобы она более мягкая была. Вот, если мы видим, если мы берем эту иконку, увеличиваем, уменьшаем, то толщина всегда остается одинаковой. И если вам нужно изменить жирность иконки, вам просто достаточно здесь поменять размер обводки. То есть можем 2, 3, 4, любую жирность поставить. Это очень удобно. И поэтому я советую все иконки стараться рисовать саму, особенно простые иконки. И чаще всего в таких интерфейсах бывают простые, не бывает сложных иконок. Так, мы хотели сделать как раз-таки иконку мессенджера сообщений. Сделаем обводку в 1 пиксель, нет, в 2 пикселя. Ну, это черновая иконка, мы не будем долго заострять на ней внимание. Пусть здесь будут сообщения. Почему-то привычнее выглядеть вот эту штуку с правой стороны. Давайте перенесем ее направо. Так, и вот, нет, не так. Добавим еще одну точку. Так привычнее. Так, у нас чата, значок уведомлений, тоже привычное расположение для нее, это в правый верхний угол. Давайте тоже нарисуем ее. Как я это делаю, показываю, как я рисую иконку уведомлений. Делаю такой квадрат, делаю обводку в 2 пикселя, так как я уже задал толщину линии, я везде делаю 2 пикселя. Здесь есть вот эта обводка, как ее делать внутри, снаружи или по центру. Сейчас у нас стоит обводка inside, значит вовнутрь обводка. Мы берем центр. Так, убираем заливку, здесь удаляем ее. Так, дальше что мы делаем? Показываю. Дублируем этот же квадратик. Делаем такую форму. Если вот посмотреть на иконку, давайте я просто даже скопирую, чтобы у нас это было наглядно видно. Я сделал скриншот. Ставил этот скриншот сюда. Любую форму можно всегда разбить на какие-то грубые формы. Здесь что мы видим? Мы здесь видим квадрат, вот такой. Потом здесь вот такой прямоугольник. И здесь снизу маленький такой квадрат. Делаем вот эти 3 квадратика. Ctrl-D, уменьшаем, вытаскиваем. Так, теперь можно, чтобы уже изменять конкретно каждый угол, можно вот так один раз кликнуть на векторный объект и либо кликнуть сюда, здесь редактирование этого объекта, либо просто 2 раза щелкнуть на этот объект, и получается можно выделять уже какие-то конкретные точки и закруглять либо один угол, либо несколько углов одновременно. Я хочу вот верхнюю вот эту часть закруглить. Я вот выбираю 2 точки. И здесь у нас есть corner radius, настройка закругления. Делаю максимальное закругление так, чтобы получился такой ровный полукруг. Дальше
Теперь мне нужно закруглить вот эту часть. Так, выделяю. Не обязательно повторять точно такую же форму. Форму, в принципе, можно делать любую. Главное, чтобы получился понятная иконка и чтобы она быстро идентифицировалась. Мы можем сделать так, выделяем все точки, закругляем их. Так, так, и нижнюю часть тоже нам надо закруглить. Выделяем, все закругляем. Так, я думаю, можно чуть-чуть вот так сделать, вот выше. Что теперь надо сделать? Нам нужно удалить вот эти внутренние линии, которые пересекаются, удалить все лишнее, чтобы остался чистый контур. Для этого мы выделяем все эти слои. Слева мы видим эти слои. Нажимаем правую кнопку и нажимаем на Flatten. Или комбинация клавиш Command-E. Но у Windows и у Mac разные комбинации, поэтому не знаю, как там на Windows. В общем, нажимаем на Flatten. Flatten означает объединить. И вот как мы видим, здесь все три слоя объединились в один, и все эти объекты объединились. Теперь, чтобы удалить вот эти внутренние лишние элементы, опять выделяем, 2 раза кликаем, выделяем режим редактирования. И здесь один момент важный. Когда вы делаете объединение, так, в общем, мы объединили, потом выделяем какие-то ненужные нам линии и начинаем их удалять. Как раз я про это хотел сказать. Что произошло? После объединения вот точки пересечения, в этих точках пересечения не произошло разделение объекта. Чтобы как раз-таки вот это разделение произошло, нужно в режиме редактирования нажать на эту кнопку. Вот. И если навести видно, можно как бы вырезать из всей фигуры конкретные детали, конкретные части. Можно нажимать на плюсик, выделить все части. И теперь во время того, как я это делал, произошло как раз-таки в местах пересечения произошла обрезка. Теперь выбираем вот эту штуку, кнопку выделения. И уже мы можем удалять лишнее, ненужное. Так, что случилось? Здесь у нас закругление слишком сильное. Так. Удаляем вот это, удаляем. Так, удаляем заливку, которая создалась. В принципе, у нас уже что-то получилось более-менее. Ну да, иконка хорошая получилась, похожа на колокольчик. Единственное, можно вот закруглить еще вот такие изломы. Здесь они у нас резкие. Выделяем этот объект, нажимаем сюда. И здесь есть кнопка Round. Нажимаем ее и видим, они закруглились, вот эти изломы. Так, иконка Notification готова. Располагаем ее здесь. Я думаю, можно поменять их местами. Нотификацию сюда, чат сюда. Чтобы их местами поменять, можно их вручную вот так менять, а можно сделать еще проще. Можно выделить 2 объекта в фигме. И здесь появляются вот такие точки. Если взять одну точку и перетащить ее сюда, происходит очень интересная штука. Они становятся меняемыми.
Менями местаются, местами меняются. Так. Ага. Вот это у нас готово. По шапке нам надо сделать окно умного поиска. Сделаем пока просто само окно. Не будем делать пока выпадающее окно. Закругление 6 пикселей. Так, сделаем его такой легкий переход. Так, нам нужна иконка поиска. Давайте быстро ее нарисуем. Так, stroke. 2 пикселя. Добавляем заливку. Обводка по центру. Почему я всегда делаю обводку по центру, а не снаружи? Сейчас покажу. Вот, допустим, у меня обводка внутренняя. Я хочу сделать ручку лупы. Я беру перо, делаю ручку, делаю 2 пикселя. Вот так. И когда я рисую пером, у меня обводка всегда бывает по центру. А когда я беру какие-то готовые формы, фигуры и рисую их, у меня почему-то обводка бывает внутренняя. И когда я беру 2 этих элемента и объединяю их через flatten, вот вы увидели, произошел такой перескок. Так как это одна фигура объединенная, то логично, что и вся обводка будет одинаковой. Поэтому он автоматически сделал обводку вот этого элемента по центру, то подогнал под эту обводку. И у нас в этом случае происходит переход, и здесь нам приходится уже потом после этого уже подредактировать, потому что мы задали тот размер круга, который нам нужен был, и после объединения этот размер поменялся, он стал больше, это не входило в наши планы, поэтому если вы работаете с фигурами, которые в дальнейшем вы собираетесь с ними что-то делать, объединять, то желательно выбирать обводку по центру и уже дальше делать как нужно. Так, сделали круг. Теперь, чтобы сделать ножку, я делаю обычно вот так. Я перехожу в режим редактирования через двойной клик, выбираю перо, и из центра, вот здесь, когда наводишь, он показывает подсказки линий. Кликаю, удерживаю Shift, делаю такую линию. Shift позволяет рисовать под угол 45 градусов или под 90 градусов. Так, нарисовал. Теперь что нам нужно? Нам нужно просто взять эту точку, удерживая Shift, опять же. Так, удерживая Shift, перенести ее до линии пересечения с кругом. Отпускаем. Так, у нас получилась такая лупа. Теперь можно вот этот край закруглить. Выделяем сюда, нажимаем. И здесь выбираем из выпадающего списка, что делать с краем. Можно закруглить, можно делать квадратный край, можно сделать стрелки и так далее. Мы хотим закруглить. Закруглили. Берем нашу лупу и помещаем ее в окно поиска. Так, окно поиска у нас почти готово. Осталось написать placeholder. Называется placeholder. Это означает, подсказка для поиска. Обычно делают это так. Мы же на русскоязычном сайте, я уже перепутал. Сайт поиск на русском. Это подсказка, и все подсказки в формах делают без контраста, то есть с какой-то прозрачностью можно сделать прозрачность черного цвета или сделать или по-другому серым.
Можно вот так с серым цветом сделать, заглушить цвет вот этого текста. Либо можно просто сделать стопроцентно черный цвет и уже в процентах сделать прозрачность, допустим, 50%, 40%. Так. Но мы будем делать через цвет, потому что я считаю, как раз-таки момент, когда ты готовый дизайн передаешь верстальщику, так как у меня у самого есть какие-то навыки в верстке, я знаю, что верстальщику неудобно задавать цвета через прозрачность, ему удобнее использовать какие-то готовые цвета. Может, я ошибаюсь, если здесь среди зрителей есть верстальщики, скажите, как вам удобнее с цветами использовать прозрачность или брать какие-то готовые. Давайте используем серый цвет. У нас, в принципе, шапка уже готова. Да, у нас аватарка, что еще? Так, можно переходить сюда. Так, личное меню. С правой стороны у нас будет какое-то дополнительное меню. Давайте теперь определимся с общей колонкой, с главной колонкой. Здесь, я думаю, нужно сохранить вот этот блок машина дня, потому что к нему все уже привыкли. Сделаем блок машина дня примерно такого размера. И с правой стороны у нас будет колонка, так, колонка с какими-то дополнительными материалами. Можно даже сделать ее так. Прям можно выделить ее, сделать легкий серый цвет. Тем самым мы указываем второстепенность вот этого всего. И теперь давайте думать, что мы будем в правую колонку перемещать отсюда. Лента, общая лента. Можно также писать лента. Дальше машины. Каталог всех машин, которые есть на самом сайте. Они вынесли отдельно электромобили, потому что это тренд, и они решили особое внимание этому уделить. Только электромобили, по сути, тоже машины, непонятно, почему они вынесли сюда. А мы можем сделать вот так. Мы сделаем машины как заголовок. Да, у меня хорошая идея. Сделаем машины как заголовок. Болт слишком жирно. Здесь делаем подраздел и назовем. Так, если это электромобили, а все остальное это что? Это автомобильный на ДВС, как бы это назвать? Так, вот это теперь сложно. Как назвать автомобили на ДВС таким одним словом? Просто автомобили. Так. Ну да, пусть будет автомобили. Потом, если что-то лучше придумаем, поменяем. Автомобили, электромобили. Так. Борт-журналы — это общий список всех борт-журналов на сайте. Так, лента. Что насчет ленты? Можно сделать то же самое. Пусть это будет
заголовок, а в ленту можно... Так, лента борт журналов. Лента барахолка. Барахолка — это раздел с объявлениями от пользователей. В принципе, можно это отнести к ленте тоже, потому что это динамический контент, постоянно обновляется. Пусть это будет лента. В ленте мы сделаем так, так. Лента борт журнал. Следующее объявление. Что еще можно относиться к ленте сообщества? Блоги пользователей. Блоги. Так. Дальше идем. Сообщество. Здесь есть что-то типа групп ВКонтакте. Здесь это мои сообщества, где я числюсь. В принципе, вот здесь как раз-таки они сделали неправильно, потому что по идее, если я кликаю на сообщество, должны открываться все сообщества на сайте с каким-то поиском. А мои сообщества должны уже в самом моем меню располагаться. Поэтому как раз можно сюда добавить пункт сообщества. Как это в ВКонтакте реализовано сообщество? Я сюда нажимаю. Здесь я вижу сообщества, на которых я подписан. А чтобы зайти в общий список сообществ, здесь справа есть поиск сообществ. Да, точно. Так и сделаем. Поиск сообществ и сообщества. И сообщество. А здесь будет так, поиск сообществ. Сообщество. Дальше пойдем на драйв. Барахолка у нас уже есть. Нет. Мы переименовали просто барахолку в объявление. Я думаю, так понятнее. Непонятно, что за барахолка. Автосервисы и магазины. Это тоже можно сюда. Так. Выбор машины дня. Вот выбор машины дня – это важная, по сути, тоже одна из самых приоритетных функций сайта, и она почему-то в таком неприметном месте находится. Я думаю, у нас, так как сама машина дня отображается в этом месте, можно как-нибудь объединить меню выбора машины дня с этим блоком. Так. Угу. Здесь, так. Здесь тоже вот ошибка. Вот эта вся колонка, она называется лента, но сюда же в эту ленту добавили выбор машину дня. Это не является лентой, поэтому желательно разделить вот этот блок и ленту.
Поэтому можно вот так сделать. Заголовок машина дня пойдет сюда, а лента пойдет уже заголовок отдельно уже вниз. И там дальше у нас, по идее, должна идти вот такая лента, записи какие-то. Здесь машины дня. Выбор машины дня, я думаю, можно... Эту ссылку можно, в принципе, и сюда ее разместить. Потом, когда мы приступим к UI, мы сделаем более заметной, может быть, с рамкой, может быть, с какими-то... Пока давайте сделаем такую стрелку просто. Рисуем ее. Нарисовали стрелку. Пока сделаем из нее группу, чтобы не распадалась. Так, выбор машины дня. Здесь сама машина у нас будет, название. Дальше. Новое. Что это такое новое? Топы. Какие-то топы, новые премиум услуги. Премиум услуги, кстати, владельцы сервиса, это же бизнес, Drive 2 для держателей этого сайта. Они должны быть заинтересованы в максимальной монетизации своего проекта. Поэтому прятать премиум услуги вообще в такой подвал, в какой-то аккордеон разворачивающийся неправильно. Желательно куда-то выводить, даже можно в шапку, допустим. Как пример можно посмотреть сайт Dribble. На сайте Dribble он, по сути, бесплатный, но есть какие-то платные функции для пользователей, и они как раз в такое видное место вынесена возможность, хотя нет, это не здесь. Или здесь было раньше, сейчас убрали. Сейчас посмотрим на Behance еще. Нет, это не Behance, это Dribble как раз-таки был. Здесь была возможность... вот здесь, сюда они ее вынесли. В общем, GoPro, то есть сразу даже иконка здесь, если вы видите, выделена, предлагает тебе перейти на какую-то профессиональную версию, где у тебя будут уже какие-то преимущества. То есть вот это меню, которым ты часто пользуешься, и ты будешь часто это видеть, и тебя будут приглашать воспользоваться максимальными возможностями сайта. То же самое мы в своем дизайне можем вот эти премиум фишки, какие у них есть, посмотрим, что за премиум услуги, пополнить счет продвижения машин. Продвижение машин – это, как я понял, возможность, чтобы твоя машина попала на голосование. Ты можешь платно продвигать свою машину для этого. Так, можно назвать, пока давайте назовем это GoPro или что-то как на дрибле. Даже может просто премиум D2. Пусть так будет. Это временно. Потом мы еще обдумаем, как это сделать красивее, правильнее. Можно какую-то иконку вместе с этим сделать, допустим, звездочку. Строк. 2 пикселя. Обводка по центру. Можно вот так этой точкой сделать угол поменьше звездочки
И вот эти края звездочки тоже можно закруглить, выбрав, здесь нажимаем на 3 точки и выбираем вот это. Закруглили края. Вот. Можно чуть уменьшить даже. Премиум Drive 2, пусть так будет пока. Так, что еще? Поддержка правил сайта. Вот как раз это вещи, которыми не так часто пользуются. Обычно их уносят куда-то в подвал. Я думаю, в левой колонке это не обязательно держать. Топы. Можно топы перенести сюда. Здесь. Мое, это мы уже знаем. Про SAP. Вот это что такое? Борт-журнал. Это лента, я так думаю. Новости тест-драйва. Мы постараемся ленту, весь динамический контент объединить в одну ленту. Здесь как-то это раскидано. Непонятно, что где. Так, в принципе, думаю, мы уже определились с этим. Поддержка, сервис, можно это унести в подвал. Сюда. Так, где у нас поддержка? Помощь, правила сайта. Несем это сюда. Правила сайта. Поддержка. Символика. Так, символика — это какие-то элементы Drive 2. Так, я понял, ими люди часто пользуются, поэтому есть смысл тоже вынести это в меню. Написано просто символика, непонятно, что здесь за символика, поэтому напишем символика D2. Так, это меню мы будем размещать в подвале. Окончательное расположение мы будем уже потом определять. Можем пока вот так сделать уровень всего. Можно немножко приглушить цвет, сделать чуть серым. Так, еще одна из фишек Figma. В принципе, я уже рассказывал про это, про авто-лейаут, когда мы создавали кнопку. Но также этот авто-лейаут его можно использовать везде, в принципе, где группируются элементы. Очень удобно это использовать как раз-таки в таком списке меню. Если выбрать весь список и нажать на авто-лейаут, это сгруппировалось, получились ровные отступы между элементами. Здесь мы видим эти отступы, мы можем их вот так увеличивать, и мы видим, как все отступы одинаково, равномерно увеличиваются между элементами. Потом, что еще здесь удобно? Вот если 2 раза кликнуть и какой-то один элемент выбрать, если вы хотите местами поменять, просто можно вот так перетаскивать. Очень удобно. Не нужно вручную там подравнивать, выравнивать, все расстояние измерять. И еще что, если хотите дополнительное меню добавить, просто кликаете по любому меню, Ctrl-D нажимаете, это дублирование. Появилась копия, и автоматически все ушло вниз. И можно писать что угодно и добавить нужное меню. Смысл в том, что этот фрейм, он всегда
подгоняется под размер содержимого. Содержимое у нас меню, поэтому фрейм как раз-таки вот так себя ведет. Так, что у нас еще осталось или не осталось? Так, заходим. Так, я смотрю, прошло уже 1,5 часа. Я думаю, на сегодня можно уже завершать. Вы уже, наверное, устали. Я закончил практически с концепцией главной страницы. К следующему выпуску я постараюсь просто обдумать. Может, мне еще что-то нужно, может, я что-то упустил. Я подготовлю, чтобы это не отнимало много времени уже в процессе эфира, чтобы над какими-то вещами доработать. Я заранее к этому подготовлюсь. И, в принципе, после концепта главной страницы можно будет быстро накидать концепт профиля. Я думаю, мы не будем делать весь редизайн всего сайта, потому что это очень долго, очень тяжелый, долгий процесс. Не то чтобы тяжелый, но объемный процесс, который требует много времени. Если судить по проекту, над которым я работаю, у нас есть примерно вот такого же объема дизайны, проекты. И дизайн этих проектов у меня занимал, наверное, несколько месяцев, 2-3 месяца. Поэтому мы будем делать только самый главный экран. В следующем выпуске мы постараемся уже начать с UI. И будем уже дальше идти поэтапно, смотреть, что делать дальше. Пишите в комментариях, если что-то вы хотите в моем мастер-классе изменить, если вы хотите, чтобы я что-то как-то по-другому вел, если хотите, чтобы я более детально все рассказывал, или наоборот, я слишком детально все рассказывал, пишите об этом в комментариях, задавайте вопросы. Иншаллах, постараюсь всем ответить. Поэтому давайте, ассаламу алейкум, до следующего выпуска.